В эфире Канашской студии телевидения информационный выпуск «Вести недели». И я, Светлана Глушкова. Здравствуйте. Более 100 человек афганцев, участников войн в Таджикистане, Сирии, Чечне, жители города возложили цветы погибшим воинам. Об этом мы расскажем в нашем сюжете. Смотрите далее. Эта трогательная встреча собрала многих жителей города. Она происходила в очень теплой обстановке. Многие вспоминали своих друзей, офицеров, всех тех, с кем воевали на горных перевалах и жарких песках Кабула, Кандагара, Баграма. Присутствующие не сдерживали своих слез. Этот день как знак военной армейской дружбы, закаленной войной. Это боль памяти за тех, кого уже нет в живых. Со дня начала ввода советских войск в Афганистан прошло 42 года. Однако ветераны тех событий помнят дни службы очень ярко. Боевые действия всегда сопряжены с потерями, героизмом, трудностями. Почти за 10 лет войны в Афганистане через огонь прошли более миллиона человек из разных уголков страны. Чужая страна, сухой климат, страх смерти – ничто не сломило мужество наших бойцов. Каждый из них был буквально в шаге от гибели. Горожане тепло встретили воинов-афганцев. В этот день афганцы собрались, чтобы еще раз показать свое военное братство. Эта традиционная встреча в сквере афганцев помогает патриотическому воспитанию молодежи. Для нас афганцы остаются героями, живым примером, как мужественно воины-интернационалисты исполнили свой долг. Собравшиеся выразили слова благодарности воинам, отдавшим долг родине, и тем, кто хранит память об ушедших. Воины, служившие в Афганистане, считают своей обязанностью сохранить память о тех, кто полег в далекой стране и не вернулся домой, к своим семьям, кого не дождались матери, жены, дети. 34 имени высечены на гранитной плите. Из них 18 бойцов пали смертью храбрых в Афганистане. И 16 воинов героически погибли на землях Таджикистана, Сирии, Чечни, Донбасса. Необходимо помнить о том, какой ценой досталась нам та война в Афганистане. В Канаше, Канашском и Янтиковском районах насчитываются сотни солдат и офицеров, служивших в Афганистане. Виталий Михайлов в своей речи подчеркнул, что сквер афганцев – это место, куда приходят со скорбью и склоняют голову перед павшими воинами. Сквер у нас сегодня нельзя сказать, что только города Канаша. Сегодня это место, где многие воины нашей республики в дань уважения погибших солдат приходят и склоняют голову. И мне бы хотелось сказать слова признательности и благодарности тем бойцам, которые сохраняют память о своих боевых товарищах. Низкий вам поклон. Все-таки вот этот сквер, он тоже стал народным творением. Я почему говорю, у нас в Чувашии есть такая традиция Неме. И вот этот сквер как раз по этой традиции с участием в первую очередь воинов-афганцев, десантники, морфлот, пограничники, все рода войск участвовали здесь, чтобы увековечить память о тех бойцах, которые сложили голову. Сегодня верховному главнокомандующему очень тяжело принимать определенные решения, тяжелые, но все это делается для того, чтобы все эти войны, я подвожу как раз мысль к тому, что подвиг воинов-интернационалистов о чем говорит? О том, что мы все эти войны ведем за пределами нашей родной страны, и снаряды не рвутся на нашей родной территории России. И хотелось бы, чтобы каждый присутствующий здесь молодой человек и родители помнили, какой ценой досталась и победа в Великой Отечественной войне. И если я, например, в школе изучал историю, когда было 20 миллионов, говорили, погибших, сегодня цифры уже уточняются и говорят о 27 миллионах погибших в той войне. Поэтому любая война, она кровопролитна, любая война приносит несчастье в наши дома. Дай Бог нам всем мирного неба над головой. И дай Бог каждому из нас помнить, какой ценой давались все победы. В русском человеке вшит ген победителя. Это нам передалось корнями наших родителей, наших дедов, наших прадедов. В любой войне мы победим. Но самое главное, чтобы этих войн не было. И их не будет тогда, когда враг будет знать, что наша армия самая боеспособная армия в мире. Огромное спасибо кадетам. Вы большую работу проводите и делитесь со своими сверстниками как раз подвигами наших бойцов. И в мирное время этих подвигов очень много. Военный комиссар выразил уважение родителям погибших, пожелал мирного неба, семейного счастья, уюта, тепла. Уважаемые родители наших, к сожалению, погибших боевых братьев, товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеров,
офицеры, которые прошли Афган, Кавказ, другие локальные войны. Уважаемые гости, товарищи офицеры, уважаемые школьники и присутствующие. Да, каждый год мы здесь встречаемся, вспоминаем ушедших наших граждан, которые защищали Российскую Федерацию в преддверии Дня Победы. Примите, пожалуйста, искренние слова приветствия от военного комиссара Чувашской Республики полковника Холикова, личного состава военного комиссариата. Да, сегодня снова наши солдаты, сержанты, контрактные службы, офицеры на передовой. Среди них и есть добровольцы, которые добровольно убыли. Мирного неба всем вам! Протоиерей отец Владимир поздравил присутствующих с праздником, пожелал доброго дня и здоровья родным воинов, которые отдали жизнь в интересах России. Помним подвиг, молимся о здравии за ветеранов, молимся за упокой о воинах и стараемся, конечно, быть достойным поколением. Сегодня со словами благодарности от лица церкви, во-первых, хочу обратиться к организаторам, самое главное, к воинам, те, кто служили и служат в горячих точках, особо к воинам-афганцам. Хочу поздравить с праздником всех тех, кто сегодня с нами, поздравить всех тех, кто, может быть, по каким-то причинам сегодня с нами нету, близких и родных, пожелать здоровья всем нам сегодня в наше нелегкое время. И, конечно, самое главное, вечная память всем воинам, те, которые не жалея своей жизни, отдали свою жизнь в интересах наших с праздником. Затем состоялось торжественное награждение медалями лучших воинов за службу в Афганистане. Грамотами наградили юное подрастающее поколение, юных патриотов России. В памяти погибших прошла минута молчания. Мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику погибшим. Цель такая, чтобы мы не забывали наших ребят, которых уже с нами нет, которые погибли именно в Афганистане. В честь этого у нас получилось так, что был у нас такой Володя Михайлов. Он служил в Королевском батальоне, погиб под Женском ущелье. Вот в честь него здесь посажено 18 берез, когда у нас 18 ребят было погибших. Вот 18 берез было высажено. Именно так получилось. И 8 мая именно вот в городе Канаш мы решили эту дату сделать знаменательной. И каждый год 8 мая это вот день памяти ребят, кто погиб в Афганистане. Для меня в первую очередь это память о наших отцах, о наших ребятах, которые погибли тоже на Северном Кавказе. В первую очередь это память о ребятах, сложившие головы на полях сражений в Афганистане, в Чечне, в Сирии, в Таджикистане. Я сам, как являюсь молодым поколением наших ветеранов, афганцев, я с 2000 года тоже как присоединился, и с тех пор я принимаю участие в таких вот мероприятиях, и во многих мероприятиях, в том числе же и воспитание подрастающего поколения молодежи. В Канаше, как и по всей стране, прошла акция «Зажги свечу памяти». Подробнее в нашем сюжете. В канун Великого Дня Победы 8 мая в нашем городе вновь прошла молодежная патриотическая акция «Зажги свечу памяти». С помощью этой акции канашцы почтили память своих дедов и отцов, павших на фронтах, а также всех жертв Великой Отечественной войны. В акции приняли участие многие горожане и гости города. Среди них много молодежи и детей. В торжественной обстановке участники акции прошли от школы номер 8 до Монумента Славы, павшим в годы Великой Отечественной войны. На торжественном митинге у Монумента Славы выступили глава администрации города Канаш Виталий Михайлов и военный комиссар города Канаш, Канашского и Янтиковского районов Юрий Барышов. В 1945 году во всем мире наступил мир. И этот мир принес наш русский солдат.
наши простые рабочие, наши дети, которые стояли у станка и ковали победу. 27 миллионов людей, наших советских людей, погибло в ту самую кровопролитную войну. Каждую минуту умирало 10 человек, представьте. И такой ценой нам досталась эта победа. К сожалению, сегодня в мирное время тоже гибнут наши ребята. К сожалению, и из нашего города тоже. И вот чтобы такого не было, мы все должны вместе дать понять всему миру, что все равно русский народ, он всегда встанет, придет всем на помощь и в любой войне победит. Ген победителя у нас заложен веками. Мне еще раз хочется выразить вам признательность, еще хочется раз сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы едины, спасибо за то, что кто-то мог сидя у телевизора посидеть, но все равно вышли. И в дань уважения, в дань признательности сегодня находимся все вместе, и эта дорога устоит. Уважаемые школьники, горожане, родители, очень рад снова встрече в таком кругу. Так хотелось бы в мирное время за костром, как в наше детство это было, в честь ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, только в городе остались двое у нас. В честь тыловиков, которые обеспечивали передвижение войск, парадино-армейцев. Мирного неба вам! Мы зажигаем свечи в память о погибших в той страшной войне. Мы почитаем подвиг земляков, отдавших жизнь за великую победу и за возможность жить в свободной стране и под мирным небом. День Великой Победы торжественно отметили в Канаше. Шествие бессмертного полка в этом году прошло в традиционном очном формате. Об этом и не только в нашем сюжете. 9 мая в Канаше прошло празднование Дня Победы в ознаменование 77-й годовщины победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Это день памяти тех, кто пал в боях за Родину. В этом году программа мероприятий по празднованию Дня Победы была насыщенной. Торжества начались в сквере памяти погибших в Великой Отечественной войне напротив Дворца культуры. Здесь прошел митинг памяти воинов-вагоноремонтников и возложение венков к памятнику с именами погибших. Война унесла многие жизни людей нашего города. Мы скорбим о них. 2500 жителей принимали участие в боевых действиях. 3 земляка города Канаш удостоены звания Героя Советского Союза. 78 работников ВРЗ удостоены боевых наград. В наше время осталось в живых 2 ветерана, и они присутствовали на празднике. Канашские земляки трудились на фронте и в тылу. Вагоноремонтный завод отправлял построенные и отремонтированные военные бронепоезда на фронт. В годы войны в Канаше размещались 3 эвакогоспиталя. Вся продукция промышленности города была предназначена для фронта. Люди трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Данное мероприятие собрало множество людей. Они пели фронтовые песни и читали военные стихи. Жители Канаша несли знамена победы, воздушные шары и, конечно же, портреты своих предков. Здесь и пожилые люди, и молодежь, и родители с детьми. День Победы канашцы вышли праздновать семьями. Активисты раздавали георгиевские ленты горожанам. У многих в руках были таблички «Бессмертный полк». Звучали приветственные слова и слова благодарности ветеранам. Светлая память героям войны и светлая память тем, кто не дожил до победы. В праздничных колоннах шли ветераны, дети, жители города, военнослужащие и работники канашских организаций. В руках многих портреты родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Участники бессмертного полка рассказывали друг другу о подвигах своих фронтовиков. Неся фотографии своих родных, люди отмечали, что им важно показать, что они помнят своих героев. Горожане приветствовали друг друга словами «С Днем Победы». Такие простые и нужные слова находили отклик в сердцах людей. Шествие бессмертного полка происходило по центральным улицам и завершилось на площади перед городской администрацией. Здесь бессмертный полк встретили горожане и юноармейцы. Закончилось шествие бессмертного полка возложением цветов к мемориалу славы павшим на войне канашцам. Главное событие – городской митинг прошел на центральной площади Канаша. Глава города Андрей Константинов открыл митинг и поздравил собравшихся с Днем Победы. Андрей Николаевич высказал слова благодарности ветеранам, пожелал мирного неба над головой, счастья и здоровья. Всех с Днем Победы! Это самый
главный праздник для нашей страны. И, конечно, сегодня хочется сказать спасибо. Спасибо всем ветеранам, всем труженикам тыла, кто сделал для нас эту огромную победу. Уважаемые друзья, хочу пожелать всем мирного неба над головой. От нас сегодня, именно от нас, зависит, как мы будем чтить этот подвиг и передавать последующему поколению. Друзья, улыбок вам, счастья, здоровья и с Днем Победы! 77 лет тому назад отзвучали последние выстрелы. Долгие дни и ночи продолжалась невиданная по своим масштабам битва. Память о Великой Победе не утрачена. Она продолжает жить в новых поколениях, продолжая историю нашей страны. Собравшиеся замерли под звуки торжественного гимна Российской Федерации. 9 мая – День нашей Победы. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам победу, весну и саму жизнь. Глава администрации города Виталий Михайлов в своем выступлении поздравил ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Он отметил, что это особый день для каждого из нас. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, все, кто боролся, трудился и побеждал во имя победы. От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Это особый день для каждого из нас. Как уже сказали, 77 лет назад началась самая кровопролитная война в мире, которая унесла 27 миллионов жизней. Но в эту победу большой вклад внесли и жители города Канаша. 2500 жителей принимали участие в боях и ковали эту победу. И большое количество жителей выпускали продукцию, так необходимую для победы, не жалея в 20-часовой рабочий день. 3 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза. Петр Харитонович Бухтулов, Иван Андреевич Кабалин, Иван Михайлович Федоров. Но и надо отметить и других воинов. 13 канашцев удостоены Ордена Славы, 37 Ордена Боевого Красными Знамени, сотни канашцев боевых медалей, в том числе 78 рабочих ВРЗ удостоены боевых наград. Увы, с каждым годом все меньше и меньше ветеранов остаются в строю. В наших силах заботиться о живых и помнить тех, кто сложил головы. Дорогие наши ветераны, мы всегда будем учиться у вас истинной любви к нашей Родине, стойкости и силе духа. Низкий поклон вам и глубочайшее уважение. Желаю вам на долгие годы оставаться в строю. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Победы! Ура, товарищи! Ура! Продолжилось празднование Дня Победы парадом юноармейцев. В параде участвовали юноармейцы следующих учебных заведений города Канаш: лицея, государственные службы и управления, юноармейцы, юноши и девушки школ номер 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 11, транспортно-энергетического техникума, подразделение юноармейцев педколледжа. Завершило парад боевое братство. Это те, кто защищали нас и воевали за то, чтобы жить в независимой стране. Парад завершился, но люди не расходились и продолжали принимать участие в возложении цветов к мемориалу славы. Открыли шествие почетные гости. Это еще одна традиция, посвященная памяти павших в Великой Отечественной войне, памяти тех, кто выковали победу на фронте и в тылу и оставили нам в наследство нашу страну. Наши предки в 1945-м, одержавшие победу над нацистской Германией, совершили огромный всенародный подвиг. Никто не забыт и ничто не забыто. Уже поздно вечером в Канаше прогремел долгожданный салют. Его с восторгом смотрели тысячи горожан. В канун празднования Дня Великой Победы юные воспитанники музыкальной школы имени Максима Дормидонтовича Михайлова порадовали зрителей, преподавателей и родителей отчетным концертом, приуроченным к памятной дате. Подробнее далее.
В течение всего учебного года юные дарования учились и оттачивали свое мастерство, чтобы с гордостью показать свои достижения. Воспитанники всех отделений музыкальной школы подготовили великолепные номера. Свой талант продемонстрировали ансамбли духовиков, дамбристов, гитаристов, скрипачей, хор «Солнышко» и оркестр народных инструментов, хор «Акварель» инструментального отделения, ансамбль «Мальчишеское братство». Также звучали сольные выступления и дуэты артистов. В программе были представлены номера военной тематики и народного творчества. На мероприятии присутствовал глава администрации города Канаш Виталий Михайлов, который выступил перед собравшимися, поблагодарил за участие всех ребят и пожелал творческих успехов. Именно здесь я сегодня хочу сказать слова благодарности коллективу, Лена Анатольевна, лично вам, детишкам большое спасибо за те прекрасные моменты, которые вы даете нашим гостям. Родителям хочу сказать спасибо за воспитание таких прекрасных детей. Вот зрение падает, но слух начинает открываться. Поэтому я вот частенько вижу на большой сцене даже, как люди фальшивы. А здесь ребята стараются, попадать в ноты. Огромное вам спасибо. Сегодня, вот я, глядя на этих детей, я знаю, что у нашей страны есть будущее. У нашей страны хорошее, серьезное развитие. Почему? Потому что сегодня мы все прекрасно видим, как развивается наша с вами жизнь. Может быть, я немножко скажу неправильно, но как в свое время говорил Никулин, нам пинка надо. И тогда мы будем развиваться. Вот действительно, вот этот пинок сегодня нам дали. И я думаю, у нас все получится. Мне очень жаль ребят, которые положили головы сегодня в казалось бы, в мирное время, но борясь с тем фашизмом, который не добили в 1945 году. Поэтому спасибо вам огромное. Вот эти песни, они не нами придуманы, во многие именно народом придуманы, они имеют статус народных. Огромное спасибо преподавателям, огромное спасибо родителям. Сегодня в нашей школе главное событие года – отчетный концерт детской музыкальной школы имени Максима Дормидонтовича Михайлова. Концерт мы назвали «Мы этой памяти верны» и посвящаем его Великому Дню Победы. В течение всего учебного года ребята готовились к этому событию. И сегодня на сцене звучат самые лучшие, самые красивые и самые трогательные номера. Этот концерт своего рода дань памяти людям, подарившим нам победу. Это были все новости на сегодня. С вами была я, Светлана Глушкова. До новых встреч! Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор» по адресу Канаш, улица Котовского, дом 4. Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья, это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется, магазин радует клиентов новинками и продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы сохраняем гуманные цены для населения. Наши цены ниже рыночных на 20-30%. Также на постоянной основе мы устраиваем акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, продукты питания для ваших питомцев и многое другое. В магазине «Светофор» я закупаюсь достаточно часто. Во-первых, меня привлекает то, что магазин расположен в центре, удобная транспортная доступность, на машине подъехать можно, стоянка есть своя и широкий ассортимент предоставленной продукции. Цены гораздо ниже, чем в других торговых точках, то есть можно приобрести продукты впрок. 5-килограммовые упаковки здесь есть. Выгодно покупать сахар, муку, крупы. Раз в неделю стабильно посещаем данный магазин. Продавцы вежливые, улыбчивые и всегда готовы прийти на помощь, подскажут, где что находится. Ну, здесь очень много новинок, во-первых, постоянно завозят они. И цена подходящая, ассортимент очень большой. Ну и подешевле, конечно, чем в городе, в городских магазинах. Ну и, в принципе, всегда все аккуратно очень сложено и всегда
Ну, мне нравится, я всегда сюда захожу. Мне очень здесь нравится вот отдел, где продают удобрения, кашпо, вот такой. Я люблю в огороде возиться, поэтому сюда с удовольствием всегда хожу. Здесь всегда есть что-то купить. В новом сезоне мы вам желаем больше тепла, солнца, изобилия, хорошего урожая и отличного настроения. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Привлекает широкий ассортимент, низкие цены. Я частенько сюда захожу, беру в основном продукты, бытовую химию. Обслуживание очень хорошее, продавцы все вежливые, на кассе все вежливые. Какой вопрос возникает, сразу подскажут, помогут, разъяснят. Очень все нравится. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. Приходите в магазин «Светофор» по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Сметана 800 грамм 101,50. Колбаса говяжья 1 килограмм 209,90. Саженцы садовые 299,90. Парник 6 метров 291,50. И всегда свинина свежая.